Здравствуйте! Каждый Новый год для него личный Новый год. День рождения он отмечает 1 января. А главным подарком в этом году для него стала театральная премия «Золотая маска». Сегодня у нас в антракте актер Татарского театра имени Камала Ринат Тазетдинов. Ринат Аревзянович, здравствуйте! Здравствуйте, Полежка. Здравствуйте. Ринат Тазетдинов, актер Татарского театра имени Камала, народный артист России и Татарстана, лауреат Государственной премии имени Тукая, Государственной премии СССР, Государственной премии имени Салимжанова. 21 год был председателем Союза театральных деятелей Татарстана. Любит татарские песни и рыбалку. Я поздравляю вас с получением премии «Золотая маска», которую следующей весной вам уже вручат торжественно. И вам ее присудили за выдающийся вклад в развитие театрального искусства. Да. Вы служите Камаловскому театру уже более полувека. Да. И что за все это время вы старались вкладывать в татарский театр? Знаете, во-первых, конечно, этот «Золотая маска» не только для меня, это театру. Потому что я служил ведь театру, служу и все еще. Сколько лет, столько ролей сыграно. Сколько лет я был председателем Союза театральных деятелей. Это все общее, если взять вот так. Наверное, я все-таки заслужил на «Золотую маску». Поэтому это праздник общий нашего театра. Даже республики, я бы сказал. «Золотую маску» всегда получали только питерские актеры и московские актеры. А вот особенно сейчас национальному театру вручили вот такую «Золотую маску». Это просто неожиданно было. Для меня, вообще-то говоря, очень неожиданно было. А что вы старались привнести? Каждый ведь актер, он вносит что-то свое в театр. Ну, естественно, за 53 года, которые я служу сейчас в Татарском академическом театре, больше, наверное, я играл в основном героев и этих самых таких обыкновенных таких героев и характерных ролей много сыграл. Потому что Марсель Хакимович все время давал мне такие сложнейшие роли. Как я в 28 лет уже играл Эзопа, Фигерейду, это очень сложная работа. Тартюху играл, я имею в виду классику такую. И сам Островскому многие играли. Все-таки ведь, если подумать, вот наш театр был вообще из национальных театров один из ведущих, лучших театров страны. О татарском театре хотелось бы поговорить. Да. Чем он отличается? Ведь традиции татарского театра были заложены до Станиславского. Почему нас татарский зритель, наш театр любит? Потому что вот наши начинающие, они ведь без образования были, они в Москву ездили, посмотрели спектакли, как-то вот родился наш театр. И притом и драматурги как-то учились от Островского, от других. В общем, мы как-то вот, наши актеры, они где-то ни институтов не закончили, но все равно были народные, они просто богом данные такие актеры, которые делали очень много для нашего театра. В деревнях мы едем, а деревня тоже любит наш театр, потому что они воспитанные вот долгие годы нашими актерами, к которым мы ездили. Что все-таки главное в татарском театре? Какие отличительные особенности? Например, я знаю, у вас в Камаловском театре связь со зрителем, да, особая есть. Вот что еще? Связь со зрителем. Но ведь знаете, как это у нас все-таки классический репертуар, классический репертуарный театр. Мы играем все. Мы играем и зарубежную классику, мы играем и русскую классику, мы играем и татарскую классику. Поэтому отличия, наверное, от других театров что-то нет. Но татарский театр... Это по репертуару. А если говорить по игре, у вас все-таки свой стиль. Ну, театр все равно переживание. Тут ничего не поделаешь. Это не... Театр переживания – это самый, мне кажется, лучший, который человек, актер, когда думает и переживает, чтобы все через себя пропускает, вот это и есть, мне кажется, самый настоящий театр. Поэтому сейчас вот очень много говорят, вот, например, репертуарных театров надо... Закончился уже век репертуарного театра. Я думаю, что нет. У нас театр фактически с русским театром мало отличий. Но у нас свой самый татарский зритель. Мы для своих зрителей играем.
У нас вот сцены переживания, сцены, я бы сказал так, любви. Все, конечно, они другие немножко, отличаются, безусловно. Но в основном это такой классический татарский театр. Отличия, конечно, есть. Это татарские актеры, не русские актеры. Но эти татарские актеры по-другому, наверное, думают, по-другому немножко двигаются, по-другому мыслят. Вот тут только, наверное, разница. А так отличий какого-то я не вижу. لكن مين؟ هو جاب الاسئله شنو والاستمرار مين؟ Samtidig nasiləşmədə, dilinə də işıq almazsan. Atana bilən nasiləş. Традиции русского и татарского театра уже переплелись, и вы как раз один из тех людей, кто тоже внес сюда и традиции русской театральной школы. Вы один из первых выпускников татарского курса Щепкинского училища. Расскажите, пожалуйста, что это был за курс, первый татарский курс там в Москве? Знаете, это было замечательно, просто как нас собрали, вернее, из Москвы приехали. Республика решила, что для академического театра молодых актеров надо учить, потому что у нас уже все почти старые, ну старые как, вот больше 40 лет было всем. Не было молодых актеров. Только потом, когда мы приехали, была одна Найля Гераева, которая из училища прямо поступила, начала уже играть. А вот так поэтому нас собрали. Из Москвы приехала делегация вот из Щепкинского, и они выбирали студентов. 10 девочек, 13 мальчиков. Или да, да. Вот понимаете, вот было почти 500 человек. Вот из них нас выбирали туда, в Москву. Мы в 1956 году поехали туда, в Москву учиться. Приехали, нас встретили из Щепкинского училища. А где же студенты? Мы студенты. Ну, одежды у нас, конечно, нет. Такие годы такие ведь были, очень тяжелые. Вот. А раз они не все такие? Я говорю, нет, мы же нормальные люди. В Казани, я говорю, нет таких, мы же не монголы. Учились мы прекрасно. Потому что деревенские ребята, на все мы стремились узнавать. Мы же из деревень все приехали. Вот каждый день мы ходили на спектакли. В Малом театре участвовали в массовых сценах. Везде ходили. Все, что есть Большой театр, ходили. Музыку слушали. Это было и даже второй университет. 5 лет, которые мы в Москве учились. Это было прекрасно. Мы очень много получили. Потому что нам и близко вот. Ну, например, мы учились тогда, вот Юрий Соломин. Вот, его брат еще с нами вместе учился еще. Ну, очень много знаменитых актеров, которые вместе учились мы. В общежитии жили мы тоже так, киноактерами тоже так же. Василием Шукшиным вместе жили. Нас устроили в общежитии в ГИКа. Вот тогда мы со всеми вместе были. Наш главный педагог Михаил Николаевич Гладков, режиссер Малого театра. Это такой человек был. Ну, поэтому мы все вот этом русской культуре мы и воспитывались. Со многими актерами известными, с кем вы учились в училище, вы дружите до сих пор. Например, да. Труппа Малого театра во главе с Юрием Соломиным все время приезжают к вам в Казань. Все еще нас не забывают. Кто там работает, еще есть старые педагоги уже. Они все привет, привет татарам, привет нашим татарам. Потому что мы были любимицы их. Мы очень хорошо учились все. Мы никогда не переиздавали, а репетировали мы прямо, это было замечательно. Соломин Юрий Михайлович, он как приезжает в Казань, самый главный нас ищет, потому что мы однокурсники почти фактически. Он закончил 3 года впереди немножечко, 3 года старше, а мы чуть-чуть попозже. Как вы относитесь к новым театральным веяниям? Молодежь меняется, знаете, они по-другому немножко думают. Мы думали чуть-чуть по-другому, немножко так, действительно, классически как-то по-другому. Они сейчас настолько они свободные. Вот это вот большое дело, вот быть свободным на сцене. Ринат Аревзянович, я знаю, что вы любите татарские народные песни. Люблю. Вы их поете дома, где-то в семейном кругу? Конечно. У меня даже внучка, я начну по-татарски петь. Бабай, перестань, бабай, токта. Шкарма, тут люди живут. Я люблю петь, вообще-то говоря, петь. Я, вообще-то говоря, в самом начале, когда
пока еще кончил десятилетку, я хотел только поступить в консерваторию. Я не знал в деревне, что в консерваторию поступить надо знать, вообще-то говоря, немножечко музыкальную азбуку. Там. Я ничего не знал, я пошел, говорит, нет. У вас образования нет музыкального? Из деревни какое музыкальное образование? Там ничего нет. Но сольфеджио надо было знать. Понимаете? Поэтому я на другой год тоже так же поступил в музыкальное училище, должен был поступить, сдал экзамен, все прошел по пению. Вот. Ну, судьба меня дала еще больше в Москву. Я с удовольствием поехал, учился с удовольствием. Оказывается, у меня было и что-то драматические чувства, сердце чувствовал и поступил, правильно делал, я думаю, что. Benim sağınım birinin de rol oynamay. Rol oynamasa da benim bilesim kilem. Sağınım olmaz. Yıllar kişilerini birbirine iyileştire. Yukka. Ne şey yok ka? Yukka iyeleşken bizdim. Ben söyleyeyim, ben amandı sözler işe tırmanıp kırmagan idi. Все-таки столько лет в театре, столько ролей, наверняка вы просто кладезь каких-то актерских баек. Оно всегда бывает. Знаете, вот один раз я играл, сейчас я скажу, какой, который меня убивают, а потом я лежу, там другой, мне плачет там кто-то, а я лег, вот там меня стреляли, я лег, и вдруг один актер у меня вот так на этот пальчик ногой. А я должен терпел, еле терпел до конца, потому что действительно он так наступил, ну, сапогами. Такие штучки бывают, терпеть надо, придется. Я не шевелился даже, понимаете, терпел, боль такое. Разные бывают, разные. Иногда такие штучки бывают, что у нас был актер такой Шамуков, Абдулла Шамуков. Он настолько был увлеченный, он всегда читал, все время думал. А он, говорят, что я это не видел, ну, говорят, что он, когда иногда вот троллейбус ждет, да, ведь раньше ведь ботиночки, на ботиночки одевали галоши, да, ведь? Так, он как будто как будто домой идет в квартиру, трамвай пришел, дверь открывается, он галоши снимает и заходит, ходит. Сколько раз, говорят, это было. Вот поэтому байки разные бывают, ведь байки они на гастролях, деревенских гастролях, очень много бывает байки. Но это отдельный рассказ, и тут надо все вспоминать. У нас на носу Новый год. Как актеру наверняка много раз вам приходилось встречать этот праздник на работе. Много раз мне пришлось 31-го играть в театре, и уже к столу только домой прибежать. Самое главное, что у меня 1 января день рождения. Вот это я двойной праздник. 1 я встречаю Новый год, а 1 числа уже все мои дети, все родные собираются ко мне. Всех поздравить с наступающим Новым годом, самое главное, мне хочется сегодня. И всем, кто меня поздравил, тут очень много телеграмм было, всем сказать большое спасибо. Дай Бог, чтобы не последний был. Наш театр всегда что-то получал. Наши актеры были самыми лучшими. Вот, учились хорошо в институтах, в театральном училище. Все-таки сейчас, вот, к сожалению, большому сожалению, студенты мало идут, вот театральные факультеты, мало идут. В одном, думаю, действительно, и зарплата не очень большая. Если ведь талант есть, то человек на зарплату не смотрит. Мы работали, вот 53 года я уже работаю, небольшие зарплаты. Это не имеет значения, когда любишь театр, когда от него не оторвешься никак. Когда ты начинаешь работать уже в театре, оттуда никто не уходит. Даже шофера, когда работали, а потом уходят, снова приезжают. Нет, не можем ходить в театр. Вот такая зараза, извиняюсь за плохое слово, да, ведь. Но вот это вот такой театр. Театр, потому что народный, это народ
собирает, где, понимаете, человек получает что-то для мозги, для думает. Театр заставляет чуть-чуть думать, если такие спектакли есть. Вот были бы больше спектаклей, чтобы думать, чтобы люди думали о хорошем. Или о плохом больше не думали, а о хорошем думали. Понимаете, я вот поэтому всегда говорю, спектакли должны быть хорошим концом. Мы людям должны дать какой-то шанс, а то все плохо, кошмар, все это ужас, это ведь нагнетает человека. Поэтому я желаю, чтобы театр дал людям. Пришли зрители, смотрели спектакль и радовались потом. Слава Богу, смотрите, конец какой хороший. Так должно быть в жизни. Вот это вот мое желание. Кто ваш любимый писатель? В первую очередь я должен сказать, это Габдулла Тукай. Это наш Пушкин. Аяз Гилязев, драматург и писатель. Любимая книга? В средней школе все время Абсалямова читали «Золотая звезда». Вот с этим у меня мышление открылся. Какие качества вы больше всего цените в людях? Честность. Какие ваши главные жизненные правила? Не обманывать, никогда человека не подвести, быть хорошим семьянином. И людям никогда плохого не делать, добро только все время же делать. Вот у меня это кредо. Ринат Аревзянович, что вы пожелаете всем в наступающем 2016 году? Дорогие наши зрители, я вам всем желаю в новом году. Жизнь, знаете, не очень легкая сейчас. Терпение, будьте здоровыми и никогда не унывайте. Все нормально будет, Аллах верса. Я вам желаю здоровья, и успехов и красоты внутренней.